Находимся у Кызыла под боком. Всего 15 километров, но позабыты подзаброшены, сетует представитель села Эрбек в Кажунном Хурале Салбакма Хуренол. В селе 18 тысяч голов скота, много молодых семей в поисках работы, перебравшихся поближе к Кызылу. Точки роста есть, однако с нынешней инфраструктурой Эрбек для большинства жителей не более чем временное пристанище перед покорением столицы. У нас школа есть, это уже старая, в прошлом веке построена, уже 77 лет. У нас и садик тоже в таком состоянии, и клуб тоже в таком состоянии. Все старое. Комплексное развитие села местные власти планируют начать со строительства новой школы, клуба, служебного жилья и многоквартирных домов. Главная цель – сделать село привлекательным и комфортным для постоянного проживания и работы. Под строительную площадку определена большая поляна рядом с Эрбеком. Мы просим комплексную, чтобы была планировка территории с учетом наших школы, садика и клуба. А также здесь мы предлагаем под коммерческое жилье реализацию трехэтажное, малоэтажное строительство. Это мы будем через сельскую ипотеку с льготным процентом. Амбициозные планы сельчан, исполняющие обязанности главы республики, в целом поддержал, но при этом заметил, надо было начинать раньше. Министерство, а в данном случае Минсельхоз, плохо использует возможности, которые дает федеральная программа по комплексному развитию сельских территорий. То есть плохо работаем. Есть деньги, есть программы федеральные, да, просто нужно нормальный проект надо сделать, прийти, защитить. И все, осваивайте, ребят, качественно делать. В случае успешной защиты проекта строительство новых объектов в селе Эрбек начнется в 2023 году. Персональная ответственность за своевременную и качественную подготовку заявляемых проектов, а также последующую защиту федеральных средств возложена на руководство Минсельхоза, Минстроя и администрацию Кызылского Кажуна. Мадар Сандан, Владимир Сюртук, Ангер Оржак, Тува 24.